Сборную Казахстана, что не опустили руки, показали свой характер. Ну а дальневосточникам желаем удачи в дальнейшем. И чтобы не расслаблялись, доигрывали матч. Как говорится, матч длится не только первые 20 минут, когда они сделали результат в сегодняшнем матче, а матч длится все 60 минут. На этом у меня все. Спасибо. Для вас игру комментировали Антон Сергеев и Егор Филатов. Режиссер трансляции Сергей Пичугин. Увидимся на хоккее. Пока. Впервые в истории спортивные игры «Дети Азии» пройдут сразу в 4 городах. Встречает нас столица Кузбасса, город Кемерово. Спортом сегодня занимается каждый второй житель города. Южная столица Кузбасса. Город трудовой доблести Новокузнецк. Один из крупнейших металлургических центров России. На месте слияния двух рек Усы и Томи расположился Междуреченск. Горная Шория. За удивительную красоту природы ее называют Сибирской Швейцарией. Вторые зимние международные спортивные игры «Дети Азии» зажгут новые, яркие спортивные звезды. От дружбы в спорте к миру на земле. «Дети Азии. Начало побед».
Раз, здесь два. Раз, 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 раз. Раз, раз, раз. Раз, раз, раз. Послушай меня, слышишь? Раз, раз, раз. Слышишь? Хорошо меня слышишь? Не очень, можно было бы получше. Вот так. Еще выше. Да там эти якуты ругаются, говорят, что сильно, ну, кто в телек вещает, говорят, что это. Так, ну что? Юрий, вы готовы? Где вы, Юрий, у меня в чате? Так, 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 Юрий. Юрий, как? Как нас слышно? Все ли в порядке? Все, интершум, где, что, кто? Что добавить, что убрать? 10 минут до начала игры. Нам нужно это сделать прямо сейчас. Раз, два, раз. Давай, вот, сейчас включен интершум. И включено, что? И включено два комментатора. Все хорошо пока. Если что, пиши. Так, ну мы за сколько будем запускаться, Егор? За 3 минуты? Составы просто покажем, да? А где Антон?
Впервые в истории спортивные игры «Дети Азии» пройдут сразу в 4 городах. Встречает нас столица Кузбасса, город Кемерово. Спортом сегодня занимается каждый второй житель города. Южная столица Кузбасса. Город трудовой доблести Новокузнецк. Один из крупнейших металлургических центров России. На месте слияния двух рек Усы и Томи расположился Междуреченск. Горная Шория. За удивительную красоту природы ее называют Сибирской Швейцарией. Вторые зимние международные спортивные игры «Дети Азии» зажгут новые, яркие спортивные звезды. От дружбы в спорте к миру на земле. «Дети Азии. Начало побед». Вас приветствует Новокузнецк, арена Кузнецкий лед, которая стала местом проведения вторых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». И сейчас здесь стартует третий матч игрового дня. Команды Кузбасса и Якутии будут выявлять сильнейшего. И для каждого из коллективов это очень важная игра с турнирной точки зрения. Кузбасс накануне уже провел свой первый поединок, уступив Дальневосточному федеральному округу в овертайме со счетом 3-4, набрав тем самым свое первое очко на этом турнире. А вот Якутия только стартует, но учитывая, что Дальний Восток уже снова побеждает и, безусловно, лидирует в группе, практически обеспечивает себе выход в полуфинал, то борьба за вторую строчку должна стать просто нешуточной. Казахстан также участвует в наших соревнованиях в квартете А, и здесь борьба за вторую строчку действительно ожидается огненной. Но команда Якутии составлена далеко не из якутских исключительно воспитанников, а в том числе и из воспитанников Новосибирской Сибири, Бетского Кристалла. Тут, в общем, такая серьезная команда, много красноярского Сокола, Ермака, так что очень конкурентоспособный будет коллектив. Ну и есть, конечно, ребята якутские, которые тоже важную роль будут играть в составе своей команды. Напомню, что Республика Саха, Якутия, является родиной игр «Дети Азии», и поэтому всегда представлена такой отдельной командой, отдельным коллективом. Ну а Кузбасс на правах хозяина соревнований сегодня тоже имеет свою собственную сборную. И представим, если для вас работают Егор Филатов, Сергей Пичугин. Сергей, приветствую. Какие ожидания от матча? Здравствуйте, Егор. Ожидания вообще непредсказуемые. Мы видели вчера, как Кузбасс вел эту игру и, собственно говоря, проиграл. Проиграл не потому, что плохо играл, а потому что просто самоотвержение. И в целом по концовке уже третьего периода команда из Дальневосточного федерального округа добавила. Ну и тут, собственно, больше добавить нечего. Теперь впереди другие соперники. Вот Казахстан, который сегодня крупно проиграл команде ДФО. Ну и вот, пожалуйста, на ваших экранах Михаил Бродников. Накануне Василий Павлинский играл за команду Кузбасса. Кто сегодня будет в стартовом составе, мы узнаем уже вот-вот и будем знакомиться с заявочными листами коллективов. Теперь-то соперники другие, теперь соперники, скажем так, с которыми можно, кажется, брать очки. И важно свои шансы не упустить. Как думаешь, насколько высоко давление хозяев соревнований вот в этом плане, что необходимость победы, тут и зрители свои, поддержка, но при этом, опять же, давление. Да, я думаю, что давление колоссальное, тем более задачи, как мы знаем, тренерский штаб Кузбасса ставил самые высокие. Это занять высшие места, и с победы должны начинать были Кузбасс, и об этом говорили тренеры, но, к сожалению, там не повезло. Где-то не использовались мои моменты, поэтому, безусловно, давление есть, и посмотрим. Команда Якутии для нас, конечно, тоже сегодня будет темной лошадкой выступает. Это тренерский штаб Новокузнецкой, будем так говорить, команды, хотя она составлена не только из новокузнецких воспитанников. Илья Захаров, это человек с самой пышной бородой, главный тренер
сборной Кузбасса. Им помогает Евгений Кузьменко справа у Захарова. Ну и слева Данил Бухаров и Дмитрий Бедрев находятся. А парни готовятся к началу матча. Остается совсем немного до тех пор, когда их выстроят. Сразу скажу, что команду Якутии возглавляет Леонид Бирюков. Ему помогают Андрей Малышкин, Никита Дружинин, ну и представителем, так сказать, начальника команды является Владимир Хисамудинов. Сейчас, да, раскатка завершается, и можно на синих линиях выстраиваться. Видно, что свитера пофамильные у команды Якутии. И максимальная готовность к этому матчу, который действительно станет одним из ключевых на групповом этапе. Сегодня встреча третья в первой игре игрового дня. Победу крупную Урал одержал над Сибирью 9-1, ну а во втором матче как раз из этой группы 7-3 победа досталась Дальневосточному федеральному округу в матче с Казахстаном. Да, еще немаловажно отметить сегодняшний матч. Играют родоначальники Дети Азии сегодня против хозяев турнира. Вот такой интересный у нас матч. А сейчас гимн России, после чего Якутия Кузбасс будет на ваших экранах. Ну что ж, все готово. Команды тоже готовы. Посмотрим этот интересный матч. Сборная Кузбасса, хозяева, будут сегодня противостоять родоначальникам игр Дети Азии. Вот такой матч предстоит нам сейчас увидеть и познакомить вас со зрителями. Давайте бригаду арбитров представим. Глеб Банов, Илья Говорин, главные судьи, линейный Сергей Рейнгард и Антон Филиппов. В составе Кузбасса в воротах сегодня начинает номер 70-й. Это Михаил Бронников. Напомню, что накануне Василий Павлинский, он произвел очень неплохое впечатление. У команды Якутии в воротах Андрей Сычевко, номер 1. Ну и к составу команд будем просто заявки представлять, может, по сочетанию по ходу матча определимся. Защитники команды Якутии. Номер 4 Лев Ломовцев. Номер 5 Никита Кунгурцев. 6 Максим Татаринов. 9 Станислав Соболев. 17 Леонид Лахман. Номер 18 Владимир Глухов. 19 Костенко. 22 Егор Загудаев. Нападающие: Александр Вебер, номер 2, 3 Никита Булаков, 7 Дмитрий Рябицев, номер 8 Никита Соболев, 10 Борис Загидулин, 11 Артем Власов, 12 Иван Бураков, Ефим Малышкин, 13 Александр Шевель, 14 Максим Котов, 15 Егор Нечухин, номер 16 21 Всеволод Затулин. Состав команды Кузбасса: защитники: Тимофей Дученко, номер 4, Виктор Титякин, 17-й, 27-й Валерий Володеев, Питер Вагнер, 37-й, Владимир Качев, 74-й, Андрей Мурылев, 77-й, Павел Портников, 88-й, Ян Тиньков, номер 96-й. В
форварды кузбасской команды. Артем Лычко номер 5, Кирилл Богданов 9, Егор Хананьяев, капитан команды номер 11, Владислав Жуликов 14, Данил Прохачев номер 20, 22 Дамир Атнагулов, 23 Тимофей Казбанов, 35 Евгений Ершов, 71 Марк Калинин, 2 Сергей Воронов, Семен Герасимов номер 87 и, наконец, Данил Фролов номер 97. Вбрасывали в зоне Кузбасса, бросок. Попытался нанести Борис Загидулин. Выходит из зоны. Нет, не выходит кузбасских хоккеистов, с ним их плохо встречают. Пытается за шайбу в чужой зоне Герасимов. Хананьяев. Шайба в дальнецовом борту. Герасимов успевает. Пытаются пробить атаку новокузнечане. Сейчас, естественно, большой ажиотаж вызывает матч хозяев соревнований на команду Кузбасса. Полные трибуны арены Кузнецкий Лед пришли. Пока вот поддержку, я думаю, особо так не слышно. Но мы ее услышим, потому что вчера у нас был матч Кузбасс с дальневосточниками. И где-то во втором периоде, в середине, болельщики активно начали скандировать и тем самым поддержали команду хозяев. Ну, на самом деле, хотелось бы, да, вот международные соревнования, серьезный уровень, великолепная организация. И хочется, чтобы вот болельщики под стать этому всему не отрывками, да, вот если есть возможность пацанов поддержать, почему бы это сделать, нужно с самого начала включаться, с самого начала болеть. Но да, сейчас... Но есть, как сказать, не проблема, а момент. С попаданием на стадионы билеты все были разобраны. И не на все матчи, конечно, но, конечно, за Кузбасс хочет поболеть очень много народу, но Кузнецкий Лед столько не вмещает, к сожалению. Поэтому придется болеть на арене Кузнецких Металлургов. Да, но если туда еще пробьются кузбассовцы, потому что на арене Кузнецких Металлургов только решающие матчи. Полуфиналы и финалы состоятся, поэтому, конечно, нужно туда постараться пробиться. Якутия, как мы видим, тоже хочет и будет стараться отобрать очки. Сейчас классный проход и передача на дальнюю штангу у Атнагулова уже не прошла. Перепас в средней зоне Дудченко. Классный короткий пас. Дамир Атнагулов снова входит в чужую зону. Разворачивается, ищет партнеров. Находит на дальней углу Валерия Владеева. Владеев по борту. Лучко. Ну а эту скидку уже перехватывают соперники. Не получилось у Котова чужим воротам. Вчера, вот проход Лучко. Вчера в нашей трансляции говорили о том, что команда Кузбасс собрана, костяк этой команды собран из Металлурга. А про Якутию у меня вот нет информации. Очень интересно об этом узнать. У команды Якутии очень много хоккеистов, представляющих Новосибирскую Сибирь. Ну, тут действительно сборная такой сибирской школы хоккея. Тут и Ангарск, есть и Иркутск, и Красноярск, и, естественно, Якутск. Много представителей полярных волков, а также есть и школа хоккея Нерингри. Команда Шахтер представленная. Еще раз. Эпизодом попытка подставить на пятачке не очень удачная у Владислава Жиликова. Жиликов лидер Металлурга 2008, но вот хорошим уровнем игры заслужил право сыграть за команду старшего года рождения. Ответная атака соперника. Загидулин бросает. Бронников спокойно фиксирует шайбу. Как раз таки срывая аплодисменты публики. Это уже та самая поддержка, о которой мы говорили. Ну и команды присматриваются так очень аккуратно, действуют друг с другом. Такие пока набросы. Особо острых моментов пока не видели. Высока цена ошибки. Вот в этом дело, особенно для Кузбасса, уже такого нет права. Момент, гол! Пожалуйста! Вот она ошибка. Выиграл вбрасывание Рябинцев и бросил в дальний угол. Бронников не выручил. Счет становится 1-0 в пользу команды Якутии. Очень просто все получилось. 4-я минута.
Да, на повторе сейчас мы это увидим. Себе на ход и, пожалуйста, в дальний угол упаковал. Марк Калинин вбрасывание проиграл сейчас. И команда Ильи Захарова уступает. Вот Дмитрий Рябиц, как раз представляющий сейчас школу Новосибирской Сибири, отключился. Нет у него никаких ассистентов, тут все самостоятельная работа. Ну, неожиданный гол получили кузбассовцы в свои ворота. Как-то не предвещало пока беды ничего, но тем не менее. Но это уже говорит о ценности эпизода. Да, вот смотрим его еще раз. Когда в любой ситуации может возникнуть вот такая угроза воротам, а потом еще и фатальные последствия проигранного вбрасывания в своей зоне. Вот шайба на дальнем. Бросить с неудобной попыткой. Ну и момент добивания. Вот это уже было по-настоящему опасно. И кажется, что Сычевко там уже бы не выручал. Но нет попадания в створ в этом эпизоде у кузбасской команды. Герасимов. Герасимов много шайбой. Кананьяев. Капитан сборной Кузбасса. Якутию, Кузбасс и Детиази еще связывает тот факт, что огонь игр, который вот буквально вот-вот будет зажжен на главном спортивном объекте соревнований в Кемерове, он был зажжен в Якутии. В минус 50 его зажгли, пронесли по Якутску. Это традиция, очень красивая. А потом он как раз прибыл в Новокузнецк спустя пару дней. И здесь стартовала уже эстафета огня по Кузбассу. Да, мы помним этот момент. Был сделан специальный коридор в городе Новокузнецке, где вот факелоносы сие мероприятие осуществили. Здорово было. Да, 22 этапа по центру города. Вот сейчас то же самое проходит по Кемерову, и финальным этапом станет Ледовый дворец Кузбасс. Бросок поворота Бронникова тем временем. Ну, очень неплохо смотрится Якутия на старте матча. Кузбассовцы пока, мне кажется, все-таки в начале вот этот гол немного ошеломил, и сейчас нужно прийти в себя. Да, должны войти в игру команда из Кузбасса, сборная. Выиграли вбрасывание якутяне. Не удается пробросить Котову его соперника, но он навязывает борьбу так. Обратите внимание, да, что не очень больших габаритов хоккеисты сборной Якутии. По крайней мере, отдели такие сочетания. И дают бросать кузбассовцы. И якутяне так уже пристрелялись к воротам. Да, много работы у Бронникова. И в целом, да, за якутянами пока территория. Рябицев играл вбрасывание. Еще бросок снова Бронников в игре. Еще и добивание. Опасно это все. Выбросили шайбу из зоны. Новокузнечане. И пошли в прессинг, там активен. Кирилл Богданов. Партнеры подключаются. Это Сергей Воронов. Пас на пятак. И как же Отнагулов сейчас решил улучшить еще себе позицию, но это было лишним. Кажется, не удалось на середине ведущего шайбу сохранить. За сердце тут взялись многие болельщики пожилого возраста. Да. Поэтому не стоит переживать так. Что ли еще будет у нас. Родители, бабушки, дедушки, хоккеисты, которые сейчас на площадке, естественно, они близко к сердцу принимают каждый эпизод. Шайба в зоне Якутии, но родоначальники Детиази держат ее под контролем. Слово, когда первые игры Детиази прошли летние в 96 году, тогда еще не то, что никого из этих участников этого матча на свете не было. Да, это точно. Шайба сейчас в зоне Кузбасса. Был бы офсайд, пошли в отбор
Якутяне хороший подход к чужим воротам у Новокузнецчан, но не дают бросить в этом эпизоде нападающему Марку Калинину. Ну и думали ли игроки, вот, подростки, юноши, что они будут защищать цвета своих регионов, да, когда-нибудь? Никто никогда не думал, но вот так достойно команды теперь выглядят эти ребята, которые выходят на поле, борются. Молодцы, все молодцы. А у нас бросок. Голкипер Да, на месте. вступает Щевко в игру. Тут что можно сказать, что чем больше таких стартов, да, крупных, тем более хорошо организованных на международном, мировом уровне, тем, конечно, лучше. Во-первых, это и сразу качество трансляции, качество всего. А чувствуют себя участниками большого спортивного праздника. Не Ну, знаю, это называется. опыт и Да. незабываемый причем. Дети Азии, Да, малые Олимпийские игры. Отсюда потом вырастают большие чемпионы, в том числе, кстати, олимпийские. Так что вот сейчас удаление будет у Якутии. За игру высоко поднятой клюшки будет наказан второй номер Александр Вебер. Сейчас посмотрим. Шайба за воротами, и Вебер, да, попал Хананьяеву в маску, и арбитр этот момент четко зафиксировал. Поиграет Кузбасс в большинстве. Посмотрим, что из этого получится. Да, Нагулов выиграл вбрасывание. Есть сразу расстановка у кузбассовцев. Воронов на синюю линию. Там Богданов. Здесь Володеев. Наброс высоковато. Ну и спокойно забирает шайбу Сычевко. Пока очень так надежно и спокойно выглядит голкипер якутской сборной. Там Да, видим ну а серьезная борьба. Кузбассу необходимо набить прицел. И там уже, может быть, что-то получится, ребят. Но в любом случае, вот настрой тоже видим с первых минут у кузбассовцев. Максимальный. Передача на пятачок. И вновь вступает в игру голкипер якутской команды. 15-летний вратарь Андрей Чевко. 23 секунды от большинства всего откусили. Две уже таких попытки попробовать кузбассовцы организовали. Нагулов сейчас вбрасывание проигрывает, и шайба у Бронникова. Он оставляет ее партнером. Богданов. Богданов Нагулова сбрасывает. От Нагулова отличная ответная передача. Богданов пошел в обыгрыш. Богданов не пустили его к воротам. И еще одно удаление будет у Якутии. За подножку будет наказан. Да, вот на повторе Из можем гостей видеть. это Никита Соболев, номер 8. Ставил клюшку в коньки. Такой не самый очевидный фол, но фол. 5-3 это уже совсем другая история, безусловно. И Да. сейчас команда из Кузбасса имеет отличную возможность для того, чтобы счетом табло выровнять. Минута 13 на игру 5-3. Герасимов. За ворота. Герасимов бросает выше. И не выходит шайба из зоны. Герасимов. Пас на подставление Хананьяеву. Егор не подстроился. Рябицев пошел вперед. Рябицев. 3 на 5. Рябицев. Вот это да. Вот это моментище. Давайте мы посмотрим. Это на нашем повторе. Да, обыграл тут двоих защитников, полез на ворота. И тут голкипер на последнем рубеже. Да. Оставляет команду в игре. Махачев ничего не смог противопоставить сопернику. В этом единоборстве его так вот не часто видно. Видишь, когда 5-3 забивают, да, в меньшинстве. А тут очень близко к этому было.
Ну и смело, конечно, он пошел уверен. Рябицев пока выделяется. Он уже забил и мог забить. В меньшинстве бросок не получается. Торопятся. Сейчас должны тренеры на скамейке поработать. Ребятам поставить на место душу и сердце, потому что явно там все трепещет. Через 10 секунд появится четвертый полевой у Якутии. Бросок мимо. Отвратительно сейчас пас получился от Нагулова. Он просто видел клюшку соперника и все равно попал по ней. Ну, тоже спишем на волнение. Дамир-то наоборот как раз с техникой обычно все в полном порядке. Сейчас появились броски у Кузбасса. Это уже не может не радовать. Поэтому, я думаю, преодолеют стартовое волнение Кузбасс. Будем наблюдать за этим. Загидулин бросил шайбу в чужую зону. Тут еще такой момент, да, вот стали играть активнее и заработали как раз вот эти самые удаления за счет активности в чужой зоне. Да, все верно. Только в обороне ошибаться не нужно будет, и будет все нормально. Совершенно точно. Якутяне молодцы, они как раз таки свои моменты хорошо чувствуют. В полном составе Якутия, а значит, что Кузбасс не реализовал 5-3. При этом, скорее, что самый большой шанс, самый лучший момент был в итоге у Якутии. Наброс на ворота. Нет, блокирует его парни в черных свитерах. Загидулин. Половина периода первого у нас позади уже. 2 в 1 выход у Кузбасса. 2 в 1 выход, бросок. Взял на себя ответственность в этой ситуации нападающий новокузнечан Тимофей Казбанов, но не сумел переиграть Чевко. Ну и вратарь никуда не переместился. Но он играл по сопернику. Да. Тот явно шел на бросок, и голкипер правильно выбрал позицию и с этим броском справился. Тем не менее, отмечаем, да, Кузбасс играет первым номером. Кузбасс атакует больше. Кузбасс сейчас в чужой зоне опять очень активен. Ершов. Скидка за ворота. Герасимов пускает его к шайбе. А вот здесь был коридор на передачу на пятачок, но был увлечен борьбой. Это был еще бросок в ближний. Ну, моментов тут Кузбасс уже на гол себе точно насоздавал. Теперь дело за реализацией. Совершенно точно. И при этом, да, не забываем всегда об обороне, потому что там пока не все гладко у команды Ильи Захарова. А вот парни Леонида Бирюкова, играя вторым номером, при этом неплохо контратакуют. Также скажу, что сегодня номинальными хозяевами этой встречи является команда Якутии. Кузбассовцы, опять же, номинально играют в гостях. Да, понятное дело, что им знакома эта площадка. Момент и гол! Шайба влетает в ворота! Все сам делает Даниил Прокачев. 1-1. 12-я минута матча. Выравнивают положение дел из сборной Кузбасса. Сам решил эпизод нападающий сборной Кемеровской области. Мы смотрим этот момент на повторе. Здорово разобрался Чевко. Еще момент, смотрите, что у нас происходит. Но нет, передача не проходит на дальнюю штангу. Загидулин, уже ответная атака. Загидулин на Рябицева. Рябицев пас обратно. Загидулин опасно. Там здорово сейчас в защите сыграли из сборной Кузбасса.
Ну, картинка сейчас, возможно, поменяется у нас, потому что Кузбасс не прекращает атаку, и шайба из зоны не выходит, и прессинг активный сейчас в зоне. Удаление. Удаление будет у сборной Якутии. Толчок, соответственно. Грубость даже, просто грубость. Окей. В большинстве снова остаются якутяне. Нет, это удаление у Кузбасса. Давайте посмотрим момент еще раз. Дудченко наказан. Досталось ему здесь. Ну, тут нужен ракурс, с которого арбитр смотрел на этот эпизод, чтобы понять, за что Дудченко отправился на скамейку, потому что явно он там, видимо, ответил что-то на тот толчок в спину, который ему прилетел. Теперь большинство у сборной Якутии. Кунгурцев оставляет Вебера. Тот сбрасывает на Буракова. И нет, положение вне игры. Вышла шайба из зоны. На арене Кузнецкий лед в течение сезона с сентября и до начала игр Детиази домашний матч проводил Новокузнецкий хоккейный клуб «Металлург» в рамках чемпионата Всероссийской хоккейной лиги. Так вот, парни как раз 2007 года рождения, там, в том числе там, Егор Хананьяев, Тимофей Казбанов, Прокачев, они вот здесь отвечают за то, чтобы лед почистить в паузу. Так что мы тут вот очень хорошо знакомы. Сборная Якутии пытается зацепиться за владение в чужой зоне, пока все это через борьбу, не без проблем. И есть возможность выбросить шайбу из зоны, что и делают кузбассовцы. А тут она вылетает в зону. Парней в огненно-белых свитерах. Нужно еще побороться. Рябинцев активен. До появления Дудченко остается 45 секунд. Неплохой контроль. Пас на Рябинцева, но здесь бросить не дают. Успевают помешать. С новым номером команды Якутии. А тут опасно. Тут по-настоящему может быть опасно. Бросок Бронников. Вовремя остановил свое перемещение и поймал шайбу. Лев Ломовцев атаковал. Сам отдавал передачу, но шайба отскочила к нему на крюк. Он моментально бросил. Еще один бросок мимо. До появления пятого плей-оффа 15 секунд. Лахман просит на синей линии, но пока нет этой передачи. Здесь еще один наброс, но блокирует его. Ну вот моменты появились и у Якутии. Так что интересный хоккей нас ожидает сейчас и в дальнейшем. В этом периоде. Да, игра равная, и, безусловно, нужно смотреть, как команда вот отрезками, да, накатывая друг на друга, будут дальше распоряжаться теми голевыми ситуациями, которые они создают. Не удалось убежать сейчас Данилу Фролову к чужим воротам. Гости вбрасывают шайбу в зону. Гости, опять же, приехавшие в Кузбасс. А так как раз кузбассовцы. Да, это дезориентирует немного. Да. Бросок. Вроде бы сыграл клюшкой, аккуратно. Не можно выбрасывать шайбу из зоны сборной Кузбасса, но пока сделать это не удается. Пас рукой. Арбитр. Игра остановлена за 4 минуты 18 секунд.
Ну, я не знаю, у меня пока нет ощущения, что пропало волнение. Такое чувство, что есть еще мандраж с обеих сторон причем. Да, возможно, но опять же предпочтение я бы тоже никому не отдал, потому что равная игра абсолютно. Если в начале первого периода, этого периода якутяне счет открыли, то, скорее всего, тут просто не углядели как-то эту шайбу. Но в целом... Обратите внимание, что команды забили одинаковые голы, да, за счет индивидуальных действий. Да, вылазки всё на верно. пятак. Вот тут пока коллективных каких-то комбинаций, завершившихся чем-то опасным, мы не наблюдаем. Бросок. Нет, вот бросок блокирует. Власов атаковал. Очень много борьбы. Федоров вбрасывает шайбу. Кузбасса. Начнут сейчас придумывать свою атаку сборная Кузбасса. Тем временем смена. Вот своих ворот поехали. Огненно-белые в чужую зону вбрасывает шайбу. Титяйкин. Но этот сброс не особо помог. Сейчас новая попытка. Прокачев. Прокачев и пас из-за ворот. Очень обостривший момент. Хананьевич габаритски хватило. Еще один сброс. Снова идет Прокачев прессинговать. Бросок издалека. Это не составило труда для Сычевков его поймать. 2,5 минуты играть в первом периоде. Ну, команда ищет ключи к разгадке сегодняшнего матча и, соответственно, к воротам, защищающих эти ворота голкипер. Ну, пока какой-то системной игры с обеих сторон в чужой зоне не видно, да. Есть вот выход из своей зоны, есть выход в чужую, что дальше? Опять индивидуальные действия. Прошел вглубь зоны Котов. Ну, это детско-юношеский хоккей, и не раз мы убеждали, что здесь вообще все переворачивается с ног на голову, поэтому посмотрим, как себя проявят обе команды, и просто желаем им обеим удачи, чтобы эта игра закончилась достойно. Вброс в зону. Бросок Лахман очень давно хотел, еще с большинства просил шайбу на середине, сейчас она до него наконец дошла, но он попал в конец сопернику. А вот здесь что? Здесь можно было и передачу отдать, но не срослось. Воронов неудачную скидку сделал. А вот тут шайба на пятачке, и это может быть опасно. Лахман снова бросает. Как-то так однообразно, но тем не менее нацеленность на ворота обращает на себя внимание. Моменты есть как у той команды, так и у другой. И они идентичны. Да, вот, Егор, правильно мы сказали, что индивидуальные действия пока у нас в приоритете. Ну, посмотрим, что будет дальше. И минута у нас остается до конца первого периода. И вот момент, выход 1-1. Бросок Бронников. Бронников красавчик. Шайбу сначала отбила, потом, что было еще важнее, да, лишить соперника возможности добить великолепным воротом у Нечухрина. Егор бросил, еще и сам. Да, ну и проход, вы посмотрите, оторвался на скорости. Старший брат Егора Нечухрина играет сейчас в молодежной хоккейной лиге за Академию Михайлова. Егор пока еще по возрасту, естественно, не может там выступать, еще пару лет. А пока он в системе Ермака. В атаке команда Якутия. Тут свисток, удаление за блокировку. Наказан игрок команды Кузбасса. Андрей Мурылев. Ну, вот если я рассказал про
брата Егора Нечухрина, старшего играющего в МХЛ, то про брата Андрея Мурулева тоже нужно сказать. Это Артем Мурулев, выступающий в молодежной хоккейной лиге заомских ястребов, а во всероссийской хоккейной лиге заомских крыльев. Ну, в основном за ястребов играет. Защитник 2004 года рождения, тоже очень перспективный. Бросок издалека, рикошет. Опасно было это. У нас последняя минута идет уже вовсю. 35 секунд до завершения. Один из финальных подходов к воротам. Неудачная подработка. Но есть еще время для того, чтобы нанести бросок сборной Якутии. Да, Дмитрий Рябицев открыл счет у нас в составе якутян, а в составе Кузбасса его сравнял Данил Прокачев. Его последний момент, Загидулин, бросок и все. 1-1. Перерыв. Ну, а наших зрителей просим от экранов не уходить. Все интересные моменты первого периода сейчас будут на ваших экранах.
Ну а мы возвращаемся в эфир, уважаемые зрители. Счет после первого периода 1-1. Упорная борьба у нас в матче между родоначальниками игр международных детей Азии и хозяевами турнира командой Кузбасс. В перерыве видели интересные моменты первого периода, также заброшенные шайбы. Ну и 16 часов 2 минуты у нас по местному времени в Кузбассе. И это значит, что открытие этих игр уже стартовало на Кузбасс-арене в Кемерово. Да, друзья, там будет зажжен огонь игр. И это будет официальный старт всех соревнований. Но хоккейные баталии уже идут. Хоккей много не бывает, как говорится. И он стартовал еще накануне. Вот для Кузбасса уже вторая игра за 2 дня. Свою вторую игру за 2 дня провели сегодня команда Дальневосточного федерального округа, одержавшая вторую к ряду победу. Ну вот сейчас Кузбасс борется за свою первую, как и Якутия. И надо признать, что игра довольно равная. По броскам в створ 12-11 в пользу Кузбасса, то есть близко. В вбрасывании чаще выигрывают якутяне 14-10. По 4 минуты штрафа, по силовым приемам их больше у Кузбасса 8 против 4. И чаще блокируют броски кузбассовцы 5 против 3. У нас все готово к стартовому вбрасыванию. Сейчас дальняя скамейка, соответственно, повышенная ответственность при сменах. И еще не забываем, что, конечно, в большинстве находится команда Якутии. Андрей Мурылев наказан штрафом за блокировку. Еще 1 минуту 14 секунд новокузнечанам. Кузбассовцы действуют в меньшинстве. Пока забыли, что кому надо куда отправиться, на какую скамейку. Мурылев спокойненько ждал смены, а нужно ждать и в другом месте. Стартовала вторая 20-минутка. Будем смотреть за действиями коллективов. Мы отмечали в первом периоде, что отрывками команды владели инициативой, и работа была достаточно и у Бронникова, и у Сычевко, поэтому посмотрим, как сейчас будет выглядеть ситуация. Опасный наброс подставления, и Бронников самый быстрый на своем пятаке. Да, рикошет там был еще, по-моему, от клюшки собственного защитника. Или это подставление было? Опять Рябицев, да, в эпизоде участвует, активен он. Гол забил, момент имел, и вот сейчас еще раз потревожил Бронникова, прямо скажем. Выбрасывает шайбу из своей зоны кузбассовцы. Соболев за воротами будет начинать раскатывать новую атаку Якутии. И пока вот здорово. Вот в эпизоде действовали кузбассовцы, перехватили шайбу, даже сейчас какое-то время и повладеют. Вот выброс, еще и от Нагулов перехват. Бросает в дальнину из Чевко, да. Все видно показывает, что он может ловить шайбы эффектно. Давайте понаблюдаем за этим эпизодом, да. Бросок. Немного позерства никогда не повредит. Конечно. Фотографы уже все нацелились и удачные моменты свои поймали. Да, большой ажиотаж на хоккей. Здесь и фотографов не один десяток камер, всевозможных телеканалов и блогеров, поэтому игры Детей Азии вызывают большой интерес и со стороны федеральных СМИ, и со стороны известных спортсменов. Ну, еще раз хочется вам порекомендовать подписаться на сообщество, официальное сообщество международных зимних игр Детей Азии в Кузбассе. В социальной сети ВКонтакте. Там новости, там трансляции, там розыгрыши билетов, и там ваши комментарии, ваше общение и обсуждение перипетий
спортивного дня насыщенного. И, к слову, еще есть и деловая программа в рамках игр, поэтому тоже очень увлекательно можно и образовываться в том числе в спортивной сфере. Ну что у нас, Кузбасс пока активный прессинг в зоне Якутии пытался навязать. Но шайба все равно у них остается. И сейчас атаку начнут придумывать сборная Кузбасса. Ну а так особо нечего-то вспомнить в большинстве у Якутии, кроме подставления Рябинцева. Вот сейчас момент зато! И выручает Сычевко свою команду. Вот сейчас не было позерства, сейчас было тревожно голкиперу якутской команды. Ну и хороший бросок получился. Да, вторым темпом накатил Лычко. Передача не ему предназначалась, но дошла таки до 5-го номера, и он бросал с кисти довольно неплохо, но хорошо выбрал позицию голкипера Якутии. И снова вбрасывание за Кузбассом. Еще бросок с разворота, и показалось, что может быть добивание, но это показалось, ой-ой-ой, какие там серьезные силовые приемы в обе стороны. И самое главное, что все чисто. Котов, это атака Якутии по правому краю, вошел в зону, сам подскользнулся, упал. Дальше шайбу должны забирать кузбассовцы, но пока это не так просто. Тоже прессинг, тоже попытка отобрать в чужой зоне. Котов вошел чисто. Бросок вверхом в дальний угол. И Бронников с броском справился. Еще бросок. И здесь уже полевые блокируют. Ну, дают побросать кузбассовцы, так же, как и дают побросать якутяне. Все очень обоюдно. Да, такая игра открытая. И вот бросок. Но опять это нет никакого трафика перед Сычевко. Он контролирует ситуацию на все 100. Понятное дело, что всегда есть вероятность какой-то ошибки голкипера, но именно для этого Сычевко и ловит шайбы с актерскими элементами, чтобы показать, что от него ошибки ждать не стоит. Подбрасывание остается за Якутией. Бросок попадает в своего же сейчас Кананьяев. Шайба не вышла из зоны. Мне вот так сейчас показалось, что, возможно, и покинула она ее пределы, но это уже не важно. Арбитр показал играть. И падение, да, удаление будет у Кузбасса. Наказан автор заброшенной шайбы Прокачев. Нет, не он, не он. Прошу прощения, Ян Тиняков поехал на 2 минуты, 96-й номер. За подножку. Ну вот и трибуны, как по часам во втором периоде, включаются и поддерживают местную молодежь. Напомню, что вот эти молодые парни, особенно те, которые 2007 года рождения, уже в следующем сезоне могут играть в молодежной хоккейной лиге. Вот из тех команд, которые сегодня представлены здесь на площадке, это варианты следующие. Кузнецкие медведи, город Новокузнецк, сибирские снайперы Новосибирск, а также красноярские рыси. Угадайте, какого города? Из Красноярска. Ну, потенциально такие есть карьерные треки, но для этого, конечно, нужно доказать свою состоятельность на молодежном уровне, перейдя из детско-юношеского хоккея на более высокую ступеньку. Все у ребят впереди. И возраст это делать позволяет. Это да, но хочется все равно пожелать работать и еще раз работать, потому что без этого, ну, возраст возрастом, а самоотдача, работа, труд, это
все обязательно. Еще одна попытка подобраться к чужой зоне. Сейчас удаление будет уже у Якутии. И вот, пожалуйста, в формате 4-4 у нас будет 32 секунды побольше свободного льда. Наказан 13-й номер команды Якутии. Это Ефим Малышкин. Секунды 4-4, а потом большинство будет у сборной Кузбасса. Мы сегодня смотрели матч между Казахстаном и Дальневосточным федеральным округом. да, и там в формате 4-4 команды менялись голами, так что посмотрим, может быть, здесь тоже что-то такое увидим. Но пока правда, активные якуты в зоне здесь Кузбасса и под контролем эту шайбу себя оставляют. в полном составе кузбассовцы. И вот теперь уже формат 4-4 в прошлом. Большинство сборной Кузбасса. Шайба улетела, едва не попав в Илью Захарова, наставника команды Кемеровской области. Это третий матч, который сегодня уже наблюдаю, но так вот пока самое серьезное и целостное впечатление оставила команда Уральского федерального округа, которая сегодня разгромила Сибирь 9-1. Вот и момент, подождите, удаление будет еще одно. У якутов. У якутян. За подножку еще один малый штраф. Он там бросит булит, но нет. Отскок какой на Прокачева, и он был близок к тому, чтобы шайбой завладеть, но, вернее, чтобы бросить. Тем временем Лев Ломовцев наказан. Пока не дают вбрасывания. Прокачев. На Герасимова. Тот справа Герасимов. Бросает и ловит. Шайбу Андрей Сычевко. Да, жарко. Сейчас будет и было в зоне у якутян. Но ведь уже второй раз играют в таком формате 5-3 кузбассовцы. И когда это случилось первый раз, тогда мы увидели супер опасную контратаку с выходом 1 на 1 в исполнении Дмитрия Рябицева. Так что, я думаю, об этом помнят и на новокузнецкой скамейке. Кананьяев вбрасывание выиграл. Прокачев. Герасимов от шайбы сходит с крюка, но подбирает его у борта. И сам бросает. Шайба прошла мимо добивания. Остается на площадке. Момент. Бросок. Нет гола. Да. Там, по-моему, штангу попала Продолжается шайба. атака Кузбасса. Жарко. Сейчас жарко. без клюшки еще один игрок гостей. 2,5 полевых защищаются. Из сборной Якутии. До появления 10 секунд. четвертого полевого 10 секунд. Да, бросок. И вылетает шайба из зоны. Еще нужно успеть подобрать ее. Вошли в зону кузбассовцы. Николаев. Вчетвером уже якутяне. И, пожалуйста, перехват и контратака. Котов 1 на 1 с Бронниковым. Бросок мимо. Это называется настоящие страсти. Да.
Страсти кипят, и болельщики тут стадиона просто... Все уже на ногах буквально. Но сейчас присели. Успокоились. Ну, Корвалолу всем не хватит такими темпами. Очень сильно переживает за команду Кузбасса. И мы еще видим, что у нас правый сектор есть представители команды Якутия или болельщики, но тоже Удаление активно будет болеют. у Кузбасса. Шел замыкать передачу Артем Лычко, но врезался в итоге в Сычевко. И это не Лычко, кстати, это 9-й номер. Это Кирилл Богданов. Наказан. Жестко достал Сычевко, и пока он, видимо, только с трудом поднимается, но я надеюсь, все будет в порядке, что сможет продолжить матч. Потому что один из ключевых действующих лиц в составе сборной Якутии, Сычевко. Ну все, пожалуйста. Готов продолжать. Ну и вот. Большинство, как у нас огонь игр Дети Азии, факел передавали друг другу. Сейчас большинство друг другу передают команды. Через 13 секунд, когда появится 5-й полевой на площадке у сборной Якутии, она будет в большинстве. Не удается выйти из зоны Владееву. Якутия в полном составе пошел вперед. Несмотря на это, Сергей Воронов. Здорово зацепился за шайбу, за соперника. До конца Воронов играет. Всех покусал понемножку. Что-то многовато удалений в этой встрече. Ну и борьба-то у нас уже совсем матч по-другому смотрится. Нешуточные страсти горят у нас. Да, это все подчеркивает как раз нокаутом, который и у нас есть. Очень нервная игра. И момент, это бросок издали, но никого там не было для того, чтобы подставить. Шайба прошла мимо. Кузбассовцам не удалось, а вот здесь здорово. Включается в атаку Дамир Нагулов. Входит в чужую зону Якутия. Бураков. Удаление будет у Кузбасса. Нет, оба, да? Оба. И Бураков будет наказан. И Володеев. «20 секунд» остается на большинство у команды Якутии. В формате каком? 4-3 будем играть или 5-4 сейчас арбитры? В формате 5-4. Неплохо там сейчас. Бунаков пытался прорваться в чужую зону. Бросок. Шайба идет мимо. Игра высоко поднятой клюшкой. Это не удаление, просто остановка. Вбрасывание будет в средней зоне. Ну и, в общем-то, всего лишь 6 секунд остается у команды в черных. У команды в черном на то, чтобы большинство реализовать. А учитывая, что вбрасывание на половине площадки якутян, то это будет сделать очень непросто. Еще раз смотрим. Голевой момент, когда Лычко, прошу прощения, Богданов влетел в голкипера. А здесь у нас завязалась небольшая стычка. В общем-то, она быстро погасла, тем более, что арбитр каждому из участников этого инцидента паре минут выписал.
Богданов выходит на лед. Ровно середина матча. Мы сегодня вот до этого увидели два матча, в которых было заброшено в каждом из них по 10 шайб. Сейчас пока совсем другой хоккей. Да, и Кузбасс вчера тоже показывал другой хоккей. И тоже там была упорная борьба, и до последних секунд неясно было, кто же все-таки окажется победителем, но повезло больше Опасно. команде из Дальневосточного федерального округа. Это удаление тут Хананьяеву жестко прилетело. Помогите подняться капитану, потому что толчок на борт там Видим? был совершенно точно. Да, ну, конечно, воткнулся в него буквально. Ну и блокировка. В итоге обоюдное удаление у Кузбасса уже потом за попытку вступиться за партнера. Игрок наказан. Так что опять равно. Равно сокращенные составы будут. Загидулин и Титякин. Шевель, бросок. Нет, шайба. Все-таки улетел на проброс. Попытка спасти ситуацию не сработала. Выбрасывание в будет в зоне. Михаила Бронникова. А вот момент, когда... Ну да, толкнули, здесь, да, и ответка. безусловно, 2 минуты, а то там можно было при желании еще и посмотреть, что-нибудь дополнительное поискать, но это при желании. Кузбассовцы выиграли вбрасывание. Давненько они Сычевко не тревожили, пошли вперед. Ну и здесь опять силовой прием. И... перехват. И момент! Нет, не момент, великолепно. Там Нагулов, да, так здорово. Подстраховал оборону. Вот Дамир сейчас молодцом. Ой-ой-ой. Сейчас, вот сейчас не молодцом Дамир Нагулов. Перед воротами пошел в обыгрыш, но это чревато. Сам вошел, сам бросил выше ворот. Разрядил свою пушку. Неплохо сейчас на вираже Богданов. И опять издалека бросок с кистей. Очень много бросков мимо. Вот сейчас неплохо разыграли. На этот раз в створ. И шайба остается в площадке. Атаковал Никита Вагнер. Лучко. Скидка назад. Ответная передача. Лучко подработал грубовато. Шайба далеко была отпущена. Ну вот и ушло волнение. Ушло волнение стартовой команды. Я думаю, что все его уже преодолели. Кузбасс тут. Сейчас уже идет рубка такая не на жизнь, а на смерть. Каждый пытается не просто там обострить ситуацию на площадке, еще и сопернику, чтобы досталось. Вот выход 2 в 1. Вот выход 2 в 1. Бросок. Ну, почему же нет передач вот в этих ситуациях? Уже не первый раз обращаю внимание. Появились Загидулин и Титякин у Якутии и Кузбасса соответственно. Перехват. Вот здесь пас они еще играют. Лучко. Падает удаление. Очередное удаление будет. Задержка соперника. И еще одно численное преимущество будет у Кузбасса. Наказан Денис Костенко.
Очень много штрафных минут. Очередная возможность выйти вперед предоставляется команде из Кузбасса. Да, ну это таких возможностей уже было очень много, но при этом чем ближе к концовке, чем ближе там, даже к третьему периоду, да, тем значимость таких моментов выше. Есть возможность уребиться выбросить шайбу из зоны. Его, правда, успевает накрыть кузбассовцы. Неплохо сохранили шайбу, владеет. Пас вперед, бросок. Добивание не добивать не получится. Здорово действует на подборе перед воротами якутяне и шайбу из зоны выбрасывают. Еще и тут успевают в отбор. Рябицев. Рябицев, ух. И Бродников выручает хозяев соревнований. Да, вот мы повторим этот момент, видим. Немножко заблаговременно арбитр дал свисток, шайба там еще выпала в игру. Ну, тут просто посмотрите, да, я про интерес болельщиков, там внизу сейчас было видно, прям у стекла стоят зрители. Да. Везде вот так по периметру можно увидеть. Да, очень много народу не вмещается в сток стадион, но дают возможность тоже зайти. Ну, я думаю, что это игроки сборных или участники соревнований стоят. Но тем не менее, они же в любом случае созерцают процесс. Конечно. 35 секунд остается тем временем у Кузбасса на то, чтобы реализовать большинство. Вошли в зону. Ситяйкин бросил, это легкая добыча для Сычевков. Пять минут 14 секунд до завершения второго периода. Якутия, Кузбасс 1-1. Обе шайбы были в первом периоде. Здесь борьба напряженнейшая. И кажется, что к третьему периоду все будет только наращиваться. В плане эмоциональном. Хороший розыгрыш. Бросок. Добивание. Гол! Они реализовали большинство. Они вышли вперед. Владислав Жуликов отличился, сыграв на добивании. Нападающий 2008 года рождения. Заколотили даже Евгению Кузьменко. Сейчас Жуликов не отбивает, просто потому что очень он этим событием взволнован и обрадован. Просто эйфория. Да, вот мы смотрим момент на повторе. Бросок, добивание. И вот с добивания забрасывают кузбассовцы. Ну, хорошо было разыграно, и в итоге отсекли пару игроков одной передачи, потом уже бросок, и у вас численное преимущество на добивании, вот этим воспользовались. Ровно за 5 минут до перерыва. Обещает и наша игра стать еще интересней. Будет она раскрываться. Появятся сейчас у нас интересные атаки, скорее всего, со стороны Якутии. Но даже если они в этом периоде не появятся, они обязательно будут. Ну тут и для Кузбасса открывается простор для контр-игры. Соответственно, действительно, этот гол может сейчас дать нам немножко новый угол, под которым мы будем смотреть на матч. Рябицев против Хананьяева, вбрасывание в зоне Кузбасса. И Рябицев делает то, что делал уже в первом периоде. Снова себе на ход, снова бросок в дальний. На этот раз не попал в створ. На я ударение у этого игрока, оказывается, Рябинцев.
Рябица, да? Спасибо, Да. спасибо большое за... Да, Но спасибо это не нашим отменяет того, что он зрителям, сегодня которые лучший просто в подсказывают. составе своей команды. Да. Запомнили, исправляемся. Здесь не игры. Ну и по поводу ударений, я вот совершенно не сомневаюсь, что в ходе подготовки много вот таких, может быть, ошибок. Это, поверьте нам, не попытка исказить фамилию, просто заявку нужно заполнять сразу с ударениями на игроков. Тем более, что у нас здесь много еще и команд из-за рубежа, где совершенно труднопроизносимые имена, поэтому уж совершенно точно это бы не помешало. И нам бы работу облегчило, и вам бы, зрителям, слух это не коробило. Так что мы в любом случае приносим извинения, но, тем не менее, рекомендуем представителям команд, а такие есть, которые могли заполнять заявку, они до этого всё делать. Бросок низом. Справляется голкипер. Пути. Вот, кстати, Кузбасс тут уже воспрял духом, я скажу. Игроки уже ничего не стесняются. Бросок заблокирован защитником Якутии. И вот момент ответный. Шевель падает. Нет нарушения правил. А очень бы хотелось, я так понимаю, 14-му номеру Якутия, чтобы сейчас был свисток. Вбрасывает он шайбу в зону кузбасской команды. Момент! Ох ты! Котов укладывает шайбу под перекладину. Делает счет 2-2. Очень сейчас четко сработал. 15 номер. И шайба-то красивая. Это безусловно. Вот. Игрок системы Красноярского Сокола Максим Котов. Тоже, кстати, 2008 года рождения у нас. Самые молодые участники, 14 лет Котову. А он, смотрите, что исполняет. С очень острого угла. Даже не особо-то сближаясь с Валерием Владеевым. Шайбу над Бронниковым отправляет под перекладину. И 2-2. Очень быстро отыгрывается Якутия. Вот и голы пошли во втором периоде. И здесь не удалось никому замкнуть. Шайба недалеко была от ленточки. Лычко шайбу выводит из зоны. Опять же, индивидуальные действия якутян привели к тому, что они счет сравняли. И это было, в принципе, очень неплохо. Значит, такие элементы работают. Ну и, может быть, тренеры именно так это и применяют. Не знаю. Ну тут еще надо сказать, что вот Владеев пошел бы в соперника встречать. И не было бы никакого момента и возможности бросить. Но, как говорят, в таких случаях охранял кукурузу, поэтому... Ничего себе, Лычко! Лычко! И передачу-то сделал, можно было замыкать. Сейчас пытался Жуликов вторую шайбу в этой встрече оформить. Не получилось. Это атака соперника. Нечухрин. Бросок не получается. Нечухрин вот тоже решил бросать сам, а можно было отдать передачу. Ну и опять Кузбасс себе гарантирует уже нервную концовку. Пока концовку этого периода. Слушайте, ну, равные команды на самом деле. Тут все на тоненького, как говорится. Да, чаша может качнуться как в одну сторону, так и в другую. Но, опять же, у команд есть еще 20 минут, чтобы какое-то преимущество себе заработать. Еще даже 22 практически. Это только в основном времени. А в случае чего, если что, у нас предусмотрены дополнительные 5-минутки. Для тех, кто не может 60 минут уложиться.
Да, вчера Кузбасс играл овертайм, но потерпел поражение. И воспоминания о нем не самые радужные. Да, все верно. Для Якутии это Бросок. первый матч, безусловно, на кузнецкой земле, на кузбасской земле. Вот. Кузбасс уже поиграл вчера, а якутяне сегодня впервые вышли на площадку, хотя там и тренировка у них была, но тем не менее. Но опять же, учитывая, что очень много воспитанников Сибири, Сокола, Ермака, это значит, что встречаются команды в рамках первенства Сибири и Дальнего Востока по своему возрасту, 7-8 год. А тут какая передача, и выход 1 на 1. Ой-ой-ой, и Броников, не жалея головы, спасает команду от третьей пропущенной шайбы. Борис Загидулин. Но передача-то через всю площадку, я не разглядел, кто ее отдавал, но кто бы ты ни был, ты хорош. Просто из-за своих ворот. Да и принял-то как шайбу ровно на синей линии. Все хорошо. Да, красивый эпизод, и еще и сейф голкипера его украшением тоже стал. Шевель нет, не принял шайбу. Аржевский на левый край, но жесткий силовой прием против Воронова. Все в рамках Применен. правил. Это совершенно точно. И выглядело это эффектно весьма. Еще один силовой. Главное, когда приходит силовой, сразу есть желание ответить, но это может зачастую обернуться нарушением правил. Котов сейчас потерял шайбу. Пас вперед. 5 Богданов. Богданов качнул соперника. Бросок и все. И сирена. Счет 2-2. Ну а сейчас интересные моменты второго периода. Ну и желаем вам этот перерыв провести у экранов.
Чуть больше минуты до старта третьего периода в матче между сборными Кузбасса и Республики Саха. Команды Кемеровской области и Якутии играют в ничью после 40 минут на вторых зимних международных спортивных играх «Дети Азии», хоккейный турнир, который проходит в Кузнецке на арене Кузнецкий лед. И эти команды играют в группе А, оспаривая между собой право выхода в полуфинал. Но пока еще этот спор не решится до конца при любом результате. Тем не менее, 2-2. Это значит, что нас с вами, болельщиков и зрителей, ждет чрезвычайно увлекательный, при этом для кого-то, наверное, непростой в эмоциональном плане третий период. Кузбассу, по большому счету, отступать, некуда. Кузбассу нужна победа. Да, все верно, и Кузбасс вновь обеспечивает себе такую концовку. Ну как обеспечивает? Не то чтобы он сам так этого хотел, команда этого хотела, но так случилось, и нужно быть максимально сконцентрированными команде Якутии. Это предстоит тоже сделать, поэтому смотрим хоккей, болеем за свои любимые команды, ну и получаем удовольствие. Статистика второго периода: 15-9 по броскам в пользу Кузбасса, выбрасывание 16-11 в пользу хозяев, кузбассовцев, опять же, хозяев соревнований. Удаление 8 минут у команды Кемеровской области и 10 минут у якутян. Тут момент. Но Чевко, да. Чевко шайбу забирает и не позволяет, не дает второго шанса этой атаке. Посмотрим еще раз. Сам сначала его привез, а потом похитил. И на месте голкипер якутян. Еще одно вбрасывание в зоне Якутии. Заглянем в календарь, что дальше ждет эти команды по турниру Дети Азии. Где завтра встречается с Казахстаном. Начало в 11:15 по московскому времени. Или в 15:15 по Кузбассу. Бросок с дальней дистанции принимает на себя Бунаков. Бросок еще один, ух ты, показалось, да? Показалось, что шайба оказалась в ближнем углу, но нет, это оптический обман. Она в сетке с внешней стороны побывала. Ответная атака, классная скидка. Рябицев и гол коньком. Он не будет засчитан, я так думаю, потому что там арбитры пойдут смотреть эту шайбу. Там точно удар коньком был. И давайте и мы посмотрим. Ну, отметим, что, во-первых, хорошая атака. Рябицев бросает, есть возможность для добивания. А дальше, просто удар коньком, да. Не должна Вот эта Загидуллина. шайба быть засчитана. По нынешним правилам, если отскок от конька, даже повернутому лицевой стороной к воротам, ничего нет. Но здесь откровенный удар ногой. Посмотрите еще раз. Вот оно, движение коньком. И шайба вылетает в ворота. И, соответственно, по хоккейным правилам засчитывать ее нельзя. Арбитры сейчас в этом лично убедятся и потом свое решение озвучат. Но опять же, это мы так предполагаем. Возможно, да. Возможно, кто-то изменил правила. Но мы играем по международным правилам. Никаких больше касаний не было, ни другими клюшками, ничего. Если бы это случилось, то, конечно, тогда бы и разговоров не было. Но пока. Ждем решения судей, но пока ждем, давайте будем просматривать еще сами. Хотя, в принципе, я думаю, мы, да и наши зрители видели. Да, по-моему, двух мнений здесь быть не может. Опять отмечаем Рябицева, который, да, всегда сегодня на острие атак. Загидуллин, по-моему, просто немного растерялся, потому что у него был вариант, было время, чтобы клюшкой шайбу ворот переправить нам. Он все-таки выбрал самый быстрый, но при этом самый нелегитимный. Арбитры появляются на площадке сейчас уже, и мы это решение тоже с вами увидим и услышим, посмотрим. В результате видеопросмотра определено. Взятие ворот нет. Шайба
Взятия ворот нет. Шайба заброшена коньком. Что и требовалось доказать. Да, все верно. Вернусь я все-таки к вопросу календаря. Тут сейчас не понимаю, неужели Леонид Бирюков не согласен с главным тренером команды Якутии. Все понял, спасибо. Можно продолжать. Так вот, завтра в Якутии сыграет с Казахстаном в 15-15 по Кузбассу. Здесь же на Кузнецком льду. Также завтра в программе матч Беларуси и Сибирского федерального округа. Так его анонсируют как очень интересный матч. Говорят, белорусы очень крепкий состав. Ну и 27 числа Якутия сыграет с Дальневосточным федеральным округом. То есть 3 дня подряд будут играть якутяне. Там начало в 14:45 или в 10:45 в Москве и в 14:45 по Кузбассу. Ну а что касается Кузбасса, то последняя игра будет с Казахстаном 28 февраля в 15:00 по местному времени, либо в 11 утра по Москве. По итогам группового этапа определятся 4 участника полуфиналов. Это 2 команды, лучшие команды каждой из групп. Пока Кузбасс занимает как раз в своей группе 2-е место, но учитывая, что для Якутии это еще незавершенный матч, то рано, наверное. В подобном роде посмотрим. Здесь подход хороший к чужим воротам. Пас на дальнюю и не сумел Прокачев замкнуть. Ну, долго держал шайбу. Бросок с острого угла. Но вот обращаю внимание, да, броски с любой дистанции, средней, с дальней, они вообще не представляют какой-либо угрозы для Сычевкова. Спокойно с ним справляется. Да, ну габаритный голкипер. Тут надо как-то по-другому с ним действовать. Через пас, через комбинации. Прямые броски, конечно же, не проходят. Причем, как правило, эти броски же еще без трафика, без попытки подставить, затруднить жизнь вратарю. Поэтому действительно это та работа, с которой справляется хорошо. И вот еще момент, вот это уже опасно. С неудобный попытался Кирилл Богданов в дальний угол шайбу отправить. Не получилось. Ответная атака. Ответная атака Якутии получается тоже очень опасной. Вот момент для броска и не попадает в створ сейчас. Ну и там голкипер был отыгран уже. Шевель вроде бы хорошую паузу выдерживал, улучшал позицию, но не попал в створ в самый нужный момент. Обменялись опаснейшими атаками сейчас команды. Выходит шайба из зоны кузбасской команды. Богданов. Котов тоже сегодня мало того, что забил, так еще и очень часто на шайбе, очень часто в борьбе. При этом посмотрите, каких скромных габаритов парень. Он сейчас немножко за общим планом. 15 номер. Вот, в середине зоны пошел сейчас к левому краю. Богданов красиво, но дальше не дают ему сохранить шайбу на крюке. Все индивидуально пока у нас. И эти действия приносят успех определенный, ну и определенный успех не приносят. Потому что очень много моментов, очень много индивидуальных действий от игроков. И как голевых, так и ошибочных. Поэтому тут, ну, это детско-юношеский хоккей. Здесь все вот так, уважаемые зрители. Поэтому здесь... И снова попытка самостоятельно продраться в чужую зону не удалась Вагнером. Но этот матч сегодня каждая игра чем-то цепляет. И вот эта игра конкретно цепляет, конечно, вот этой вот атмосферы, которая, во-первых, есть на арене, когда полные трибуны и вздохи под каждый нереализованный шанс. Плюс к тому, какая же боевитая все-таки у нас игра. Хороший объем силовой борьбы. И при этом счет-то равный. Что нам оставляет простор для фантазии, что же будет дальше. А здесь перехват Неплохо. хороший.
Передача на дальнюю, но и тут Сычевко опять вступает в игру. Шикарно замыкает. Вернее, отбивает. Замыкает должен был партнер на дальний. Рябицев едва не отобрал шайбу у соперников в чужой зоне. Пришел ему на помощь сейчас Загидулин. Рябицев. Передача на пятачок. И можно бросать. Бронников выкатился из ворот. Угол обстрела тем самым сократив. Класса поймал. Да, там шайба так на пятачок выскочила. Неожиданно. Но голкипер с этой шайбой справился. У Кузбасса Бросание за Кузбассом. Падение, удаление будет. Расстроен Богданов, а надо еще играть. И опять, да, по-моему, играют уже в два, чуть ли не в два звена кузбассовцы. Потому что Богданов через смену появляется на площадке. да, лидеров используют. Так, кто у нас удален? Штрафом наказан Кирилл Богданов, номер 9, команда Кузбасса. Отличный отбор и шанс на контратаку, хорошая скорость. Момент, бросок низом, ну и не попал сейчас в домик Воронов. А убегал-то как, а? Не особо мог ему что-то противопоставить в ситуации кунгурцев. Сопровождал его. Добавил так, ногами, да, и в меньшинстве этот момент Кузбасс себе организовал. Еще попытка в меньшинстве контратаку создать. Момент, бросок вверхом мимо. Ну, тут стоит отметить, что Кузбасс хорошо сейчас тратит время и организует атаки. То есть пока время работало на Кузбасс. Но как сейчас будет, посмотрим. Положение вне игры. Да, лучшая защита — это игра в чужой зоне. Если, конечно, она не влечет за собой обрезов. А там тут 22 секунды до появления Богданова. И Кузбасс в меньшинстве еще работать довольно долго между тем. Тянет, идут вперед, Загидулин шайбу вводит в чужую зону, она сразу на крюк Кузбасса падает. Кананьяев. Капитан Кузбассовцев бросает, попадает в защитника. Еще момент для броска и снова блокшот. Кананьяев. Вот смотрите, да, интересный момент. Кузбасс в меньшинстве играет. И там такое ощущение, что все наоборот. Момент Кананьяева! Это бросок мимо! Ох, сейчас капитан мог свою команду вывести вперед. Здорово, он по всему периметру площадки был на сирене, потом пошел на пятачок и в итоге имел свой шанс, но не реализовал его. Да, действительно, Кузбасс как будто в большинстве действовал, хотя все как раз наоборот. Ну и удивительно, что якутяне тоже прижались к своей зоне. Может быть, забыли о том, что нечисленное большинство. Ну, в этом большинстве у сборной команды Якутии навряд ли что-то получится. Кузбасс отоборонялся хорошо. Богданов здорово отрабатывает сейчас назад в свою зону. Рябицев. Это он в падении прервал передачу, так что не только его сегодня игру у чужих ворот отмечаем, но и вот из своих. Не получилось войти в зону от Нагулова. А вот сейчас получилось, но дальше потеря.
да, было попроще действовать Дудченко. Сейчас Дудченко в чужой зоне. Здорово. Показал передачу, но бросил издалека. Вот сейчас даже небольшой трафик еще вдали от ворот образовывающийся уже не дает Чевко возможности эффектный сейв сделать. Так что он просто поймал шайбу. Ну и да, как-то Кузбасс добавили сейчас в моментах в своих. Помогло то, что численное большинство, точнее численное меньшинство Кузбассу удалось отстоять и провести его в атаку. Бросок не видит шайбу вратарь. Но и не сумел Кузбасс воспользоваться. Да, голкипер в это время искал ее где-то в себе. Она была перед ним, но там напад будет только хоккеисты команды Якутии. Вот тут еще на передачу шайбу на пятаке оказалась на крюке у Казбанова. Бросок, подставление и вот сейчас, конечно, здорово действовал. Каждая атака и трибуны буквально тут слышно такой общий ох. Еще опасный бросок и выручает Андрей Сычевко свою команду. 8 минут 9 секунд сыграли в третьем периоде, да, игра совершенно разными красками сегодня сияет. Потому что в третьем периоде моментов стало очень много. Снова Кузбасс в зоне, и снова пытаются там проявить активный прессинг. И это получается, и Тут Котова оставили без клюшки, и можно было там давать 2 минуты, как вот сейчас, но арбитры в концовке уже дают побороться. Кузбассов с шайбой. Пошли вперед. Ткачев развернулся. да, трудная игра для обеих команд. И несмотря на всю ее тяжесть, она смотрится. И спасибо за это обеим командам. За их самоотверженность и за то, что они вот держат в напряжении друг друга. Ну и нас, соответственно. Опасный момент, да, Бродников сыграл по периметру, вроде по науке, а там соперник первый на шайбе и сразу бросок, но успел вернуться голкипер в рамку и в шпагате, расстелившись, шайбу остановил. Бросок и снова в игре Бродников. Загидовлен, идут гости вперед. Рябицев. Дальше партнер еще вглубь зоны. Там Бунаков. Сгидулин выбирается, но падает. Нет нарушения правил. Скамейка. Якутян сейчас по этому поводу возмущается. Но это возмущение ни к чему не приводит. Бросок с дальней дистанции был прям под самый свод арены Кузнецкий лед. Сбыло. Тут попытка еще была после этого на Дудченко провести силовой прием, но в итоге сам соперник упал на лед. Бросок. Бродников сразу шайбу забирает. С сопротивлением его наносил нападающий Игорь Нечухрин.
Ну и теперь вот команда Якутии начинает поддавливать Кузбасс, тем самым показывая, что не отдаст она просто так матч. Ну и, собственно, у нас и по игре все на ровненького, также и по счету 2-2. Затянул Лучко сейчас. Момент был хороший, но раз за разом видел перед собой соперника и понимал, что мимо него, судя по всему, не бросит. Вот момент. Бросок. Мимо. Дальше шайба на пятаке. И где она? Она остается на площадке. Еще один бросок. Блокируют раз за разом якутяне. И сейчас еще получают шанс на контратаку. Там травму кто-то получил из игроков сборной Якутии, поэтому надо будет посмотреть, что там за эпизод был. 5-й номер покинул площадку. Шайба за воротами. Сычевко под контролем Кузбасса. Бросок. И она перед воротами оказывается, но в борьбе не сумели ее направить в створ хоккеисты из Кемеровской области. Еще один бросок, шайба прошла выше, осталось на льду. Снова подбор за Якутском. Очень много у нас бросков, и как с одной стороны, так и с другой. Даже, мне кажется, второй период перебросали. Да, безусловно. И так кажется, что преимущество по броскам у Кузбасса растет. Оно было в первом периоде, потом выросло еще во втором. И сейчас, мне кажется, оно уже такое ощутимое. Не хватает нам статиста. Онлайн. Шайба в зоне Кузбасса. Теперь уже те пытается из позиционной атаки что-то выжить, но пока выжило только пару силовых против своих хоккеистов. Не очень удачный выброс. Но шайба идет в створ, ворот по пробросу не будет, да и в итоге подбирает ее. Это Соболев заранее. И здесь тоже проброса нет. Да, чуть больше 7 минут остается играть в третьем периоде. И вот интересно, какую сейчас тактику тренеры обеих команд выберут. Потому что игра так немного... У нас она подзакрылась. И очень осторожно сейчас обе команды начали действовать. Хотя там были шансы и у Кузбасса, и у Якутии. Не игры. Не знаю, идет ли игра до гола, потому что времени еще достаточно. Если сейчас кто-то забивает, то будет возможность, конечно, отыграться у соперника. Но тот факт, что сейчас действительно стараются как можно меньше ошибаться и не позволить сопернику ничего в своей зоне, это да, это превалирует такая игра. Когда все действуют вторым номером, но кто-то же должен действовать первым. Кузбасс на определенном отрезке действовал и моментов создал немало. Но вот где реализация, это вопрос. Но если брать всю дистанцию матча, то, конечно, он равный, Вот, пожалуйста, передача, и мог забивать Нечухин сейчас. Не попал он должным образом. По шайбе еще момент. Да. Серия ошибок у Это Кузбасса. проброс. Ну вот. Вот здесь, да. Здесь передача на синюю линию от Артема Лучко. И сразу атака. Еще один пас на пятак. И Вебер уже мог забивать. Сейчас еще важный момент, да, если вдруг кто-то правила нарушит,
какой-либо из ситуаций, то это, конечно, будет существенным подспорьем сопернику. Важно сейчас не оставлять команду в меньшинстве. Бросок Тимофея Жуликова. Владислава Жуликова, прошу прощения. Опасный пятачок, прерывает все тот же Жуликов эту передачу. Ткачев. Не удержал шайбу на синей линии защитник кузбасской сборной, а это положение вне игры. Время тает, у нас так явственно маячит призрак овертайма. Ну, играть еще предостаточно. 5 минут 16 секунд. И достаточно много это времени для того, чтобы что-то можно исполнить. Забросить шайбу. Может, не одну. Поэтому время есть. И время есть для тех моментов, которые были не реализованы у команд. Есть небольшое ощущение, что вот Кузбассу сейчас не хватает немножко силенок. Не удалось восстановиться полноценно после вчерашней игры. И вот подтверждение этого факта, то, что последние смены проводит в атаке все больше Якутия. Ну, опять же, вот момент. Но бросок. Все на Заблокировал. морально-волевых, как будто. Да, волейбольный матч у Кузбасса получается. Что вчера, что сегодня. Впереди еще игра с Казахстаном, который тоже просто даваться никому не будет. Не провали сегодня Казахстан первый период. Кто знает, как прошла бы игра с Дальним Востоком. Бросок и Бронников. Здорово ловушкой. Ответная атака Кузбасса. Опасный момент. Бросок и нет. И не стал делиться. Да, все Атакует. индивидуально. Все индивидуально. Может быть, это зря. И тут добивание зато может быть. Нет, не будет. Тоже не будет. Власов. Вот такими случайно. моментами очень опасными команды обмениваются. Бросок. Затишье перед бурей нас ожидает, мне кажется. Да уж не знаю насчет затишья. Пока такое ощущение, что здесь каких-то не собирается. Эмоции у парней перехлестывают просто через Да. край. Вот, пошел Кузбасс 3 в 2. Нет, 2 в 2 все-таки. И все опять в формате я сам. Да, ну там поднаелись уже Кузбасса игроки. Надо смениться. Якутия частично смену провели. Котов. Допитак, ну нет, подбор за кузбассовцами. 2:30 остается в третьем периоде. Обстановка все тяжелее, тяжелее. Лычков к этой передаче не успел. Ну и стоит отдать должное командам. Очень самоотверженно они действуют. Поэтому тут все до первой заброшенной шайбы и до получения такого психологического преимущества, мне кажется, будет вот так у нас в игре. 2 минуты остается в третьем периоде. Ходит Кузбасс в чужую зону. Попытка бросить и подбор за Загидулиным. Это проброс. А нужно ли это сейчас было Якутии делать? Передача из ничего возникшая. Да.
Вот этот момент, я уж не знаю, что еще-то нужно. Почему не отдать на партнера, который идет рядом? Удивительно. Выиграли гости вбрасывание в своей зоне. Пошли вперед. Шайба на пятаке. Ух, могло быть сейчас очень опасно. Еще раз они оставляют шайбу в зоне Кузбасса. Используют всю ширину. Бросок блокируется. На контратаках действуют обе команды. И здесь уже Сычевко останавливает Да, шайбу. успокаивает игру. Большая потасовка. Напоследок еще зарядиться эмоциями. Да, вот, хороший момент был у якутян. Минута 17 секунд. Я думаю, уже можно рассказать нашим зрителям о том, что будет, если потом, если за эту минуту 17 не будет голов. Подождите. Ну вот, в общем-то, будет 5-минутный овертайм в формате 3-3. И если он тоже не выведет победителя, он играется до первой заброшенной шайбы, то тогда серия буллитов по 5 бросков с каждой стороны. В общем, все по современным стандартам. А вот неплохо вылезает момент! Ну, что ж. Еще одна атака, тоже бросок. И удается его заблокировать. А вот здесь у Богданова убежать не получилось. Бродников немножко начудил сейчас. Напугал партнеров, зрителей и Вот своих опять. тренеров. Тут падение, все чисто. Не удается Кузбассу в последнюю атаку убежать, шайба теряется. А вот теперь может быть. Но это бросок для Сычевкова. Показывает, что нет, не сегодня. Прямым броском не получится. Ну да, укололи друг друга команды прям опаснейшими атаками. Прям инъекцию сделали. И там уже вот 11 секунд у нас играть остается. Ну и может быть это овертайм. Ну весь третий период такой, да, они меняются, как в фехтовании. Друг друга колют, но решающего результативного укола никто не сделал пока. Вот сейчас передача вперед, проброса нет, успевает Котов, и все, друзья, нас ждет овертайм. Сейчас очень короткая пауза, после чего будем смотреть дополнительную 5-минутку. Но третий период получился очень насыщенным на события. Тем удивительно, что при таком количестве моментов, при таком количестве бросков у нас не было в третьем периоде заброшенных шайб. Да, мы ни на какой перерыв не уходим. Будем ждать выхода команды на лед. Команд на лед. Кузбасс накануне играл овертайм против Дальневосточного федерального округа. Счет был там 3-3 по итогам 60 минут. Ну и ключевую роль в овертайме сыграло удаление. Да. Дважды удалился Кузбасс, что позволило соперникам одержать победу. Забросить четвертую шайбу в воротах Кузбасса. Команде Дальневосточного федерального округа. Да, теперь, конечно, важно сейчас вот как раз о тех самых морально-волевых качествах кузбассовцам. Все, что есть, оставить на площадке. Ну, а Якутии, безусловно, тоже победа крайне нужна. Поэтому сейчас, я думаю, якутяне, особенно лидеры команды, которые сегодня выделяются, это Рябицев, это Загидулин, это Котов. Статистика бросков за период номер 3. Попадание в створ 13-9 в пользу Кузбасса. В итоге Кузбасс попал за весь матч 40 раз в створ ворот Сычевко. 40. Соперник 29. Очень много бросков. Да, по бросаниям 8-9 в пользу якутян. Удаление у нас было только одно у Кузбасса. Равно по силовым приемам 2-2 и блокированных бросков больше у сборной Якутии
6 против 4 в третьем периоде. Впрочем, это все отходит на второй план. Сейчас 3 на 3, совсем другой хоккей. И тут уже действительно ошибка, любая ошибка, это равно поражению. Если, конечно, соперник недостаточно щедр, чтобы свои моменты не реализовывать. У нас сегодня отчасти именно такая игра. Ну, объяснили все наставники командам. У сборной Якутии тишь да гладь, а у сборной Кузбасса там было очень активно. Весь тренерский штаб включился в работу, и сейчас мы, возможно, увидим, конечно же, специализированные тройки. 2 нападающих, 1 защитник, либо 3 нападающих. Ну, либо еще у нас какие варианты возможны? 4 на 3. Без голкипера. Ну, посмотрим. Кузбасс может и не победив сегодня, конечно, в итоге выйти в полуфинал, но тогда он уже не будет зависеть от себя только, будет зависеть в том числе от результатов Якутии. Ну а побеждая сегодня Кузбасс, и тогда уже действительно все в собственных руках. Нужно обыгрывать Казахстан и идти в полуфинал с высоко поднятой головой. Ну, обеим командам желаем удачи и посмотрим, как пройдет этот 4-й период под названием овертайм. Да, идут вперед якутяне. Ломовцев будет сбрасывать шайбу сейчас на Рябицева. Рябицев. И вот в формате 3 на 3 это же контроль шайбы. Это те моменты, когда сопернику просто уже надоедает владение шайбой другой команды и возможность. Ну вот посмотрите, как якуты распоряжаются шайбой. Бронников сейчас прервал передачу, которая могла этот матч завершить. Пройдя она на дальней штанге, был одинокий из сборной Якутии. Ну, не расстаются с шайбой якутяне. Да, очень дрожат владением. Наверное, правильно делают. Бунаков. А вот здесь ошибка. Не Ну, поняли. не нужно от Нагулова сейчас торопиться. Куда торопиться-то? Один в чужой зоне. Подержи шайбочку. Повернись с партнером лицом. Ошибка. Богданов. Еще один. Человек пошел в обыгрыш и потерял шайбу. Бунаков убегает в одиночку. И тоже будет искать повод шайбу потерять. Нет? Да, бросает. Там Бронников партнеры отбил. у Якутии на смену поехали. Поэтому максимально шайбу поддержал 3-й номер сборной Якутии. Дамир Нагулов. Сам один за... Вот опять как? Что за тактика? Не Партнер- идут игроки. Газманов говорит, верни шайбу обратно, иди меняйся. Мы сейчас перезагрузим эту атаку. Модернизировать, наверное, собираются атаку. команда Газманов. Кузбасс. Сам пошел, Казбанов спасает Сычевко. Ну вот тот случай, когда сольный проход был действительно оправдан. Остался один в один защитник, ему укрыл габаритным корпусом своим Тимофей шайбу сейчас и бросал в створ, но Андрей Сычевко был против гола. Половина овертайма. Да, половина. Тоже смотрю на время. Половина. 2:30. Пошел вперед Соболев. Опять появились Соболев, Рябицев и Ломовцев у Якутии. Рябицев, можно было в шайбу идти, но эта передача не проходит. Все равно сборная Якутии с ней остается, и в зоне там борьба. В зоне Кузбасса, и Кузбасс эту борьбу выигрывает. Подними голову. Не спеши к воротам, дай шайбу партнеру. Такие наставления хоккеистам от Егора Филатова, так что знаете, как нужно действовать в овертайме. Егор расскажет.
Ну это всех касается. Ну, немножко поиграть в пас, да, вот. Здесь потеря в средней зоне, это уже другая история. Вот неплохо, ну, пожалуйста, 2 передачи и опаснейший бросок. Вот. Вот она, как это работает. Все правильно. Так и есть. Но под контролем эта шайба остается у кузбассовцев. Очередные настройки сделаны для начала новой атаки. А здесь вот так. Неплохо пробрасывает на ход себе Атнагулов. И вот сейчас пас давал. Но нужно возвращаться, потому что 2 в 1 выход кунгурцев на дальнюю. Но нет, Атнагулов здесь доработал. Правда, упал после этого. Бросок! Шайба выскакивает от лицевого борта. 35 секунд до завершения овертайма. Ну что, команды уже на булиты настроились. Смотрите, не идет Кузбасс вперед. Ну, пока дождался свежих партнеров со смены. Богданов. Ой-ой-ой. Падает Богданов. Очень размашисто действует сейчас хоккеисты Кузбасса. Вошел в зону, ну и опять закопался в ней там Тетяйкин. Последние секунды. Бросок из средней зоны выше ворот. И да, мы сейчас с вами, друзья, будем смотреть серию булитов в матче Якутия-Кузбасс. Вот так в нашей игре закончился овертайм. 2-2. Овертайм победителей выявить не смог. По 3 броска в створ несли команды в овертайме, но это уже так финальный штрих к нашей статистике. Того 43-32 по попаданиям в створ. У Кузбасса этих попаданий больше. Сейчас заливка льда, после чего команды будут исполнять булиты. Капитаны Верхананьяев и Максим Татаринов. Пока есть время, давайте посмотрим опасные моменты, которые были у нас в овертайме. Я думаю, болельщикам и зрителям это посмотреть любопытно, поэтому вернемся к вам сразу после этих моментов. Вот, собственно, и все моменты, которые возникли в овертайме у команд. Ну, очень напряженный матч. Кузбасс уже второй раз играл в овертайме и не смог ничего там сделать. Соперник этого сделать не позволил. И теперь мы будем наблюдать с вами булитную серию. Серию из 5 штрафных бросков. Ну, отметим, что у Кузбасса вот таким образом уже 2 набранных очка за 2 встречи у лидирующей команды, Да. Дальневосточного федерального округа. Таких баллов 4. 0 у Казахстана после одного проведенного матча. И вот 1 балл уже есть у Якутии. И сейчас именно вот еще один очень важный балл, который, возможно, в итоге решит судьбу путевки в полуфинал. Команда разыграет серию булитов. Кто забьет больше соперника в серии из 5 штрафных бросков, тот и победит. Раньше ходила легенда, что булиты — это лотерея. Сейчас говорят, что булиты — это мастерство.
А я думаю, что, правда, как обычно, где-то посередине. Ну да. И то, и другое. Так, ну, я так понимаю, команды решили, кто будет первым исполнять. Чья команда будет первый буллит исполнять, но мы пока этого не знаем. Ну, подождем маленько. Кстати, у команд есть право поменять вратарей. В серии буллитов очень нередкие такие случаи. Напомню, что сегодня у команды Якутии на виде Игорь Дорогов, у команды Кузбасса Василий Павлинский. Финальные штрихи на заливке льда. Вот сейчас серия буллитов, после чего Арена Кузнецкий лед будет ждать завтрашних матчей. Завтра 2 игры, напомню вам. И обязательно приглашаю вас к прямым трансляциям. Завтра встретится Казахстан и Якутия в первом матче. В 11:15 по Москве, в 15:15 по Кузбассу. А также Беларусь и Сибирский федеральный округ в 17:45 по Кузбассу, в 13:45 по Москве. Ну, в общем-то, как обычно, игры пойдут подряд. Да, сегодня тоже у нас большой игровой день. 3 игры подряд с перерывом буквально там 15 минут максимум. Но вот таков турнир. Так, ну все. Очистка льда завершена. Даже не заливка была, а очистка. Как-то не увидели мы воды на льду. Первыми будут исполнять штрафные броски хоккеисты из Якутии. Вышел автор первой заброшенной шайбы Дмитрий Рябицев. Михаил Бронников ставится в ворота. Ну, как и, в общем-то, его визави Сычевко. Но пока смотрим за буллитом Рябицева против Михаила Бронникова. Сейчас шайба появилась, все, поехали. Нет, Рябицев, у него шайба сошла с крюка в нужный момент. Первую попытку Якутия не реализует. У Кузбасса на выполнение штрафного броска вышел Тимофей Казбанов против Андрея Сычевко. Нет, не сумел. Уже вроде бы получилось уложить вратаря и мимо него шайбу низом послать Казбанову, но нет. Еще раз нет. Никита Будаков будет исполнять штрафный бросок сейчас в составе сборной Якутии. Бросок с кистей, не сильно сближаясь. Бронников тоже не стал ворот выкатываться, счет открыт. Никита Булаков из Сибири. 1-0. Семен Герасимов исполняет у сборной Кузбасса штрафный бросок. О, хотел красиво из-под ноги, но не сумел переиграть вратаря соперника. Ну, Автор второго гола у Якутии. Да, перемудрил, мне кажется. Максим Котов. И тоже посылает шайбу в дальний угол. Еще становится 2-0. Очень нужен гол Кузбассу. Есть в запасе еще бросок. Да, одинаковые шайбы практически залетели в ворота Кузбасса. Пархачев. Низом. Вдовик. Не сумел и празднует Сычевко этот успех. Замена вратаря у Кузбасса.
Василий Павлинский появляется в воротах. Ну, не поздно ли это происходит? Александр Шевель. Может поставить точку в матче. Шевель сейчас. Бросок. Шайба в воротах. Да. Засчитали ее, и Якутия одерживает победу, а Кузбасс терпит второе поражение подряд. 3-2. Якутяне побеждают и празднуют. Смотрите, как будто выиграли в финале этого турнира. Молодцы, дотерпели якуты. Команде Кузбасс, конечно же, не унывать. Не унывать. Есть еще матчи, в которых можно проявить. Но давайте, тут очень много споров по поводу этой шайбы. Давайте мы повтор покажем свой. Да, арбитры сейчас тоже проверяют этот момент. На всякий случай, знаете, чтобы убедиться. И мы посмотрим. Шевель показал, что в дальнюю перекладину шайба попала. Так и есть, да? Ну и из-за ворот посмотрим крупным планом. Ну, отсюда мы не увидим. У нас другая камера, которая за воротами, посмотрим. Сейчас финальный просмотр, после чего мы все поймем. Тоже, опять же, не очень сближаясь, да, и под перекладину, пожалуйста, вот, над ловушкой. Ну да, она побывала в воротах. У Кузбасса таким образом остается 2 очка, у Якутии тоже 2, и теперь якутянам важно в оставшихся матчах. Да, все, гол защита, поздравляем якутян с победой. Важно в оставшихся матчах набрать больше, чем Кузбасс. Казахстан тоже остается в борьбе, поэтому еще очень много интересных матчей в этой группе впереди. Следите за трансляциями в соцсетях международных игр «Дети Азии». На этом все. Для вас работали Игорь Филатов и Сергей Пичугин. Увидимся на хоккее. Пока. Всем до скорой встречи. Пока.